Здравствуй, здравствуй, белоснежная морозная Якутия! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Примите мои волшебные приветы из сказочного Великого Устюга! Сегодня у вас проходит красивейшее событие. Республиканский фестиваль «Зима» начинается с Якутии. А это значит, что с этого дня наступает самая настоящая зима, которая принесет нам множество чудес и прекрасных мгновений. И это неспроста, потому что именно в Якутии находится самая холодная точка Земли, где живут отважные люди, которые являются хранителями зимнего холода. А в самом начале зимы щедро делятся с нами морозами и причудливыми снежинками, родные мои. Пусть ваш праздник станет самым волшебным подарком детям и взрослым, а приближающийся Новый год будет таким же светлым и чистым, как якутские снега, добрым, как гостеприимные жители Якутии, и веселым, как этот замечательный фестиваль. Желаю вам всем здоровья крепкого, счастья бесконечного и верных друзей. Берегите друг друга. Друг мой добрый, Чисхан, передаю тебе свой теплый привет. Ты уж храни символ холода в надежности, чтобы зима была по-настоящему снежной, красивой, на радость ребятишкам и взрослым всей нашей огромной страны. Ну а я жду вас в гости в любое время. Моя сказочная вотчина всегда рада друзьям. С праздником, родные мои! С праздником всех участников фестиваля! Зима начинается с Якутии. Дедушка Мороз из Великого Устюга. Ежегодный республиканский фестиваль «Зима» начинается с Якутии. Это главное культурное событие нашей республики в холодное время года, которое своим теплом согревает всех жителей и гостей нашей столицы. Наш коллектив тоже присоединяется к празднованию, и в рамках данного фестиваля мы решили провести корпоративный блиц-конкурс «Строганина». Приветственное слово коллегам и участникам предоставляется генеральному директору Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского Антонине Николаевне Корякиной. И мне очень приятно напомнить нам всем, что зима начинается с Якутии, и сегодня минус 53 градуса уже в Аймиконе, минус 45 градусов в Верхоянском районе, да, и сегодня у нас всего минус 30, но мы уже на себе почувствовали начало настоящей зимы и начало настоящего холода. Но сегодня праздник, зима начинается с Якутии, это в первую очередь что? Строганина, вкусная еда, красивая одежда, улыбки, радость на лице. Я очень рада, что сегодня первую строганину нам покажет мастер-класс Самойлов. Наш русскоустинец, мой земляк, он дважды чемпион нашей республики по строганию, все знает о рыбке, может байки рассказывать, он сегодня нам покажет, а потом наши участники покажут тоже свое мастерство, и в завершение мы с вами все вкусим первую нашу любимую строганину, настоящую индигирскую, да? Тебе слово. Я очень рад, что мне выпала такая честь, как провести вам мастер-класс. Потому что я неоднократно участвовал в этом конкурсе. Дважды я становился именно победителем, чемпионом. Это, насколько я помню, это был, наверное, где-то 16-й год и 18-й год, по-моему. Это когда вот только-только начинались великие такие праздники. Вот. Ну а так, до этого я как бы тоже принимал участие и занимал как бы не совсем призовое место, но тем не менее приз зрительской симпатии я тоже как бы получал за участие, и за лучшее строганины я тоже получал приз. Так что, как бы, скажу честно, не хвастаясь, ну я как могу, я строгаю. Как меня научили с детства, как мне показала моя мама, потому что остался без отца я очень маленьким, и всю свою детство я прожил у дедушки с бабушкой,
Конечно, там мы кушали эту рыбу, но там я еще в то время не понимал и не обращал внимания, как надо строгать. А весь принцип и понятие, как строгать, мне это показала мама. И, соответственно, вот как меня научили с детства, я так и строгаю рыбу. Хотя многие как бы смотрят и удивляются, почему я таким методом строгаю рыбу. Как бы непривычным методом, потому что многие строгают там сидя, кто-то на столе, кто-то там мастурбал использует. А я обычно строгаю на полу, по старинке. Как нас научили, как мы в детстве кушали эту рыбу, прямо, можно сказать, с земли. Ну, давайте теперь я не буду много разговаривать, а просто строгаю вам рыбу. А вы там посмотрите, и может кто-то к себе какой-то возьмет маленький урок. Ну, как говорится, всю жизнь живи, всю жизнь учись. Обычно строганины через строгают, ну, иногда нерву строгают, иногда даже строгают осетров. Конечно, идеальная строганина бывает с морского омуля, но это шикарное удовольствие. Сначала снимаем аккуратно шкурку. Не-не, желательно сразу сначала шкуру снять с нее, пока она мерзлая, тогда лучше будет. Тогда тело меньше отрежется, потому что иначе подтает, потом тело все срежете, самый вкус. Обычно иногда вот на участке, когда мы вот строгаем строганину, допустим, когда вот только-только приехал на участок, да, и вот прежде чем чай пить, обычно мы строгаем строганину в первую очередь. И ее прямо на улице чистишь, прямо берешь вот с этого, как она, с лабаза, и по-быстрому почистил, потом положил, домой занес, чтобы она немножко полежала, там, пока там приготовите на столе, там, хлеб туда-сюда. Потом строгаете, сразу кушаете, потом запиваете горячим чаем и идете работать спокойно. Будущие участники, смотрите внимательно, как происходит весь процесс. Ну как, зачем? Когда с дороги приедешь, надо же горячего чая попить. Раньше на собаках ездили, там же долго едешь. Это сейчас на буранах по-быстрому, и то занимает время какое-то. Ну как подогрел, вы уже видели только что она зашла с улицы. Ну нож, конечно, хороший нож, он вообще, когда хороший нож, тогда рыба проще разделывается. Это я уже просто приноровился вот к такому муровскому ножу. А так-то у некоторых хорошие якутские ножи специально делают чуть подлиннее, чтобы было удобнее строгать, когда большая рыба, двумя руками, когда строгаешь, чуть подлиннее, когда клинок, тогда удобно. Потому что, да, с коротким носком, ну, с коротким клинком, то есть, это нужно очень хорошую силу иметь. Потому что бывает иногда эта вот рыба как бы средняя, там, 2 килограмма, а бывает же по 5 килограмм, где там вот такая ширина рыбины. И там строгать не так-то просто будет. Вот когда таким методом снимаем шкуру, тогда у нас остается весь жир на месте. Видите, совсем минимальная потеря жира. Сейчас начнем сам процесс. Рыба хорошая, свежая. Это называется брюшки и спинки. Это у нас еще называется пупки. Их обычно ложат в самый низ по строганину. Самое вкусняшное место называется. Ага, и вниз положим.
Теперь потихо начнем строгать стружки. Ну, надеюсь, хватит, да? С одной рыбы так-то нормально получилось. Да, это казанок, можно сделать с нее уху. Итак, ваши аплодисменты нашему Василию. Спасибо огромное, Василий, за показательный профессиональный мастер-класс. Надо на улицу поставить, растаять. Дорогие коллеги, мы хотим заметить, что конкурс не на скорость, на качество. Общее фото наших победителей. Поздравляем вас с праздником!